Это мы делаем для того, чтобы этим пользоваться в игре. Поэтому скорость, тренировка короткая, но на скорости точность передач. В заключительной части регулярного чемпионата календарь у барсов плотный. В связи с неудачной серией в середине сезона сейчас каждая игра уже как финальная. По итогам трансферного окна руководство клуба отмечает: по защитникам глубина состава хорошая, по вратарям вопросов нет. Не получилось только усилить нападение. Мы договаривались с Трактором об обмене Тема Пулкинина. Вот. Но у Трактора был свой обмен, и у них не срослось, соответственно, и Пулкин не перешел к нам. Все видели же, самый, наверное, скучный дедлайн был из-за того, что действительно Европа закрыта, игроки особо не едут, а те игроки, которые есть, они ходят в клубы, из клуба в клуб. Самым заметным кадровым усилением Акбарса стало возвращение на пост главного тренера Зинатулы Беллидинова. С ним коллектив трижды завоевывал Кубок Гагарина. Сейчас он настроен оптимистично, хотя для него это необычно принимать команду по ходу сезона. Первая игра была, может быть, немножко какой-то дискомфорт был. Ну, даже не в качестве главного, а даже в качестве помощника, так скажем. Вот. А потом все нормально. Конечно, я привык к тому, что я знал свою команду, как ее готовить надо, и понимал, если у меня какие-то были, даже негативные моменты, я знал, почему это происходит, и знал, почему я их веду. Вот. В этой ситуации, в принципе, есть возможность все поправить. Руководство клуба по-прежнему ставит задачу бороться за первое место. Приглашение же ушедшего главного тренера Олега Знарка ошибкой не считают. Я считаю, что на тот момент мы пригласили лучшего тренера, лучшего кандидата, который должен был справиться. Да, чуть-чуть, я говорю, повторюсь, наверное, не получилось у каждого. Не в том числе только у него и у нас. И, соответственно, был такой, не очень хороший результат. Но мы с ним поддерживаем отношения. Но я думаю, что у клуба с такой историей у них не должно быть других задач. Во-первых, и ребята, и мы, и весь клуб ставит всегда это первое место и кубок. Сейчас Акбарс занимает 7-е место в Восточной конференции. До конца регулярного чемпионата еще 2 месяца. Чтобы попасть в плей-офф, нужно остаться в 8-ке сильнейших. Для нас сейчас каждая игра – это финальная игра. То есть надо готовиться, и каждое очко, вот я почему говорю, даже если сложная игра, даже она не совсем, так скажем, удачная в плане игры, там, содержания игры, нам важно сейчас подбирать очки и в процессе игр, тренировок поправлять свою игру. Те проблемы, которые я вижу, поэтому процесс идет, ребята идут на это, то есть мы идем, работаем вместе, и понимание есть, это самое главное. Уже завтра Акбарс на своей площадке примет подольский «Витязь». Игра обещает быть упорной. Подмосковная команда также борется за место в зоне плей-офф. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.